Дема, извини, пожалуйста. Вот убивают Волгу. Что такое? Что с Волгой? Судя по всему, Владимир Владимирович, меня зовут Елена Усманова, деловая газета Татарстана «Бизнес онлайн». В этом году жители регионов Поволжья столкнулись с катастрофическим обмелением Куйбышевского водохранилища. Все лето воду спускали в низовья Волги, аргументируя это тем, что страдают интересы рыболовной отрасли Астрахани. Как вам кажется, нужно решать проблему с обмелением Волги? И не кажется ли вам, что с таким отношением мы можем потерять главную русскую реку? Спасибо. Ну, я надеюсь, что этого не произойдет. Есть конфликт интересов между энергетиками и другими водопользователями в низовьях. Энергетики хотят держать высокий уровень для того, чтобы объем электроэнергии с Волжского каскада, с электростанции был достаточным для того, чтобы обеспечить интересы промышленности и комбыта. А другие водопользователи в низовьях, они хотят, чтобы река была полноводной. Моряки, конечно, судовладельцы хотят, чтобы фарватер был обеспечен и чтобы он был поглубже. Эти вопросы известны, и поверьте, что правительство работает над этим и не бросит это на самотек в прямом и в переносном смысле этого слова. Но проблема, конечно, есть, согласен. Владимир Владимирович, Давайте мы мы видим, продолжаем. что наши коллеги действительно очень активны. Пожалуйста. Будьте любезны, вот сюда первый ряд дайте, пожалуйста. Вот сидит лайв. Пожалуйста. Низ, самый низ, первый ряд. Да, Владимир спасибо. Владимирович, здравствуйте. Александр Юношев, Лайв. Здравствуйте. Ну, мы все понимаем, что времена сейчас особые, столько военкоров в зале, можно сказать, военные, и спрос со всех особый, тройной. Но есть статьи Уголовного кодекса, которые писались в 90-е. По ним кому-то за убийство дают 12 лет, а кому-то за вымогательство в интернете прокуратура запрашивает 14. Как, например, тяжелобольной журналистки Александр Боязитовой, которую обвиняли в платном блоке на негатив против банкира Ушакова, внимание, из банка, обслуживающего гособоронзаказ. Но не с паяльником же она у него вымогала в гараже деньги-то. То есть вы как бы оправдываете ее действия? Я никого не оправдываю, я привожу чисто факты. Насколько вот ее деяния сопоставимы с такими огромными запросами прокуратуры? Не пора ли, может быть, уже переписать некоторые статьи Уголовного кодекса? Может быть, там поменять порог особо крупного размера? Где вообще та грань, когда наказывают настоящих вредителей, а когда начинается охота на ведьм? Спасибо. Ну, не перегибайте. Какая охота на ведьм? Что? Я не знаю этой ситуации до деталей. Ну, что там охота на ведьм? А что она такого сделала, чтобы на нее охотиться? Она что, какой-то там крупный оппозиционный деятель, что ли? Чего такое она сделала, что на нее охотиться надо? Никто, уверен, на нее не охотится. Значит, есть... Все юристы знают, дуралес лекс сет лекс, суров закон, но закон. Вы понимаете, вот когда вы сейчас говорите такие вещи, а я тоже слышу же, вижу, когда там за какое-то экономическое преступление там 14 лет, 15 лет, откровенно говоря, я сам немножко оторопел, когда об этом услышал, я знаю об этом, вообще как-то перебор, как это очевидно, но ведь и во многих странах экономические преступления в сфере налоговые преступления, в сфере антимонопольной деятельности, борьба с картелями, там еще складывают эти сроки, люди получают там запредельные какие-то сроки по 100 лет. Вот, но это почему так происходит? Потому что общество и законодатель исходит из того, что на определенном этапе развития общества, экономики, общественная опасность таких деяний велика настолько, что это требует соответствующей адекватной, как считает законодатель, реакции по пресечению этой неправомерной деятельности. Вот этот конкретный случай, либо другие подобного рода. У меня, вот я вам честно скажу, как у гражданина, тоже вызывает вопросы. Ну, нужно же за решетку прятать человека на 14 лет. Там, или там, сейчас мне говорят про там, бывшего министра, ему там, чуть ли не 19 с лишним за определенные нарушения. Ну, как-то то, что он сделал, или то, что вот это
женщина сделать плохо. Надо ли там 19,5 или 14 лет, законодатель должен подумать. То, что над этим надо подумать, это верно. Пока закон существует, его надо исполнять. Помните замечательный наш фильм, который мы все любим, «Белорусский вокзал»? Там Папанов играет бухгалтера крупного советского предприятия. И он все время находится в конфронтации с молодым директором. Тот просит его какую-то инструкцию там нарушить. А герой Папанова ему отвечает: вот вы такой молодой, энергичный, может быть, вы и правы. Но если вы правы, вы такой энергичный, идите и добейтесь отмены этой инструкции. А пока она действует, я буду ее соблюдать. В этом ведь тоже что-то есть. В этом стабильность правовой системы. И значит, понимание в обществе того, что чего стоит. И как общество оценивает содеянное. Но это не значит, что нужно вот упереться в это и ничего не менять. Ну, я с вами согласен и попрошу и законодателей, Государственную Думу еще раз это все оценить и соответствующим образом отреагировать. Я с вами согласен. Можно, Да, сейчас, секундочку. А вот БРИКС, Татарстан, что у нас? Татарстан. Артур Халилулов, Татар-Информ. Владимир Владимирович, как мы знаем, БРИКС пройдет в Казани. В связи с этим у меня два вопроса. Во-первых, какое влияние окажет саммит на изменение миропорядка, основанных на так называемых правилах, ну, прежде всего, западных, как мы понимаем, да? И второй вопрос, связан ли выбор Казани с тем, что столица Татарстана становится в последнее время неким дипломатическим хабом в отношениях с восточными странами и странами мусульманского мира? Спасибо большое. Да нет, просто это связано с тем, что Татарстан развивается хорошо, а Казань один из наилучших примеров такого развития. Условия созданы хорошие. Значит, и прежний президент, и сегодняшний Минниханов работают хорошо. Мы видим результат. Я помню, я с Дмитрием Шаировичем приезжал, еще мы ходили в дома. Ну, вы знаете, меня тогда что порадовало? Домами это назвать нельзя было. Землянки, на самом деле. Это было в начале 2000-х годов. Землянки в полном смысле этого слова. Но так чистенько, мы зашли в дом, там чистенько, все так прибрано, хорошо. Вот у меня до сих пор сохранилось это чувство уважения к людям, которые в таких скромных условиях жили и так все содержали на таком уровне, понимаете? Уровень внутренней культуры народа. Просто, ну, не то, что поражает, но вызывает уважение. Вот в этом проявляется и, думаю, что с этим связано и достаточно уверенное развитие Татарстана, столицы Татарстана, города Казани. Прежде всего с тем, что он в хорошем состоянии, инфраструктура развита. Казань провела ряд крупных международных мероприятий, и спортивных, и общеполитических. Ну, он естественным образом становится центром притяжения. Если вам больше нравится слово хабом, пожалуйста, хабом. Но и Татар многонациональная, многоконфессиональная республика. Выстроены отношения между конфессиями должным образом. Хороший пример для, в принципе, всей страны. И вот с этим связан выбор Казани. Ну, а что касается миропорядка, основанного на правилах, нет таких правил на самом деле. Они меняются каждый день в зависимости от текущей политической конъюнктуры и сиюминутных интересов тех, кто об этом говорит. Как она повлияет на эту ситуацию? Повлияет в правильном направлении. Покажет, что есть в мире достаточно большое количество сил, мощных стран, которые хотят жить не по этим неписанным правилам, а по правилам, прописанным в основополагающих документах, к которым относится Устав Организации Объединенных Наций, и тех, которые руководствуются своими интересами
и интересами своих партнеров. Никому ничего не навязывают, не создают никаких военных блоков, а создают условия для совместного эффективного развития. Вот этому будет посвящена и работа России как председателя в БРИКС в следующем году.